Слово адвокату Алексею Мирошниченко, защитнику лидеров протеста Ахмеда Барахоева, Мусы Мальцагова, Бараха Чмурзиева и Малса Гаушакова. Уважаемые друзья, о многочисленных нарушениях в так называемом ингушском деле можно говорить очень много. В совокупности они показывают общую картину фальсификации в условиях безнаказанности, правового нигилизма и даже просто невежества сотрудников следственных органов. Происходящее с данным делом четко показывает, что это явно работа не в рамках правового поля, а выполнение некого заказа, исполняя который следственные работники зачастую не соблюдают даже видимости соблюдения норм УПК. Я разобью на три основных, как говорится, вида нарушений, по каждому проговорю, немного скажу. В деле отсутствует надлежащее обвинение, это важнейшее, как говорится, основное базовое нарушение, которое говорит о фальшивой сущности самого уголовного преследования. Все наши подзащитные привлечены к уголовной ответственности по обвинению, не сформулированному должным образом и не соответствующему требованиям уголовно-процессуального закона, то есть без надлежащего правового основания. Это же, в свою очередь, позволяет сделать вывод о незаконном характере применения к ним любых мер пресечения. В соответствии со статьей 171 УПК, постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно быть приведено описание каждого деяния с указанием времени, места, а также иных обстоятельств. Что еще крайне важно? Постановление о привлечении в качестве обвиняемого является индивидуальным документом и выносится персонально в отношении каждого лица с указанием всех вышеуказанных обстоятельств, относящихся именно к этому лицу. В нашем же случае в нарушение вышеуказанных норм УПК обвинение по части 3 статьи 33 и статьи 318 УК РФ в отношении наших подзащитных Барахоева, Мальцагова, Ужахова, Чемурзиева практически дословно повторяют друг друга и при этом не содержат указания на конкретные деяния, которые, по мнению обвинения, совершены каждым из обвиняемых. Фактически названным лицам предъявлено одно обвинение, составленное во множественном числе. В тексте даже зачастую указано, например, «Ужахов совершили», что не только незаконно, но и неверно с точки зрения норм русского языка. Кроме того, содержание обвинения недоступно для понимания. Из его текста невозможно сделать вывод о том, какие именно противоправные деяния инкриминируются обвиняемым. Из обвинения абсолютно неясно, каким образом можно организовать причинение телесных повреждений конкретным сотрудникам органов Росгвардии иными конкретными лицами. В обвинении не описаны никакие действия, которые, по мнению следствия, совершил каждый из обвиняемых, то есть как именно обвиняемые организовали и руководили, в кавычках, применением насилия к сотрудникам. То есть наши подзащитные фактически лишены права знать, в чем они обвиняются, и возражать против обвинения. Из всего изложенного следует один главный вывод. Ненадлежащим образом сформулированное обвинение тождественно его отсутствию как таковому. Следующая группа нарушений, на которые бы хотелось обратить внимание. Давайте так. Дополнительно следует обвинение, еще Ужахов у нас обвиняется по статье 239. Это, как говорится, действие, то есть Совет Тейпов, который он возглавлял, объявлен фактически экстремистской группировкой. Постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в этой части также нарушает требования статьи 171 о наличии достаточных доказательств, дающих основания для определения обвинения. В соответствующем постановлении отсутствует указание на какие бы ни было противоправную деятельность возглавляемым организацией Совет Тейпов. Содержание там описания якобы противоправных деяний касается лишь действий самого Ужахова по размещению видеообращений в сети интернет, но никак не связано с деятельностью возглавляемой им некоммерческой организации. Более того, в самом обвинении верно утверждается, что организация была создана и действовала в соответствии с законом и с законными целями, что само по себе исключает возможность обвинения в обратном. Кроме того, в постановлении не приведены данные о месте, времени, обстоятельствах предполагаемого совершения Ужаховым инкриминируемых ему деяний. Вместо этого использованы такие формулировки, как в неустановленное следствием время, в неустановленном месте, при помощи неустановленных в ходе предварительного следствия лиц.
Указанное обвинение также незаконно, свидетельствует о незаконности такого обвинения. Все наши жалобы на пороки содержания обвинений по сути игнорируются следственными органами и прокуратурой. Ответы на них зачастую выглядят просто издевательски. Мы им пишем про содержание текста обвинения, а следователи прокурора как будто нас не понимают и что-то рассказывают о наличии каких-то доказательств в деле. Вот далее я расскажу о некоторых иных нарушениях, которые в совокупности образуют сплошное попрание прав на защиту. Следствием грубо нарушается право обвиняемых на защиту и права их защитников. В чем это выражается? Руководителем следственной группы, следователем Нарыжным, запрещен прием другими следователями на руки заявлений и ходатайств адвокатов. Организованный прием адвокатов не в городе Ессентуки, где расположен следственный орган, не в городе Нальчик, где большая часть обвиняемых находится, не в городе Магаз, где якобы происходит расследование, не производится. Следователи не сообщают по просьбе защитников ни контактных номеров телефонов, ни иных способов оперативной связи с ними. Сам Нарыжных от каких-либо контактов с защитниками просто уклоняется. Единственным доступным для защитников способом коммуникации со следствием является Почта России. Однако полученные таким образом заявления и ходатайства сотрудниками следственных органов рассматриваются в порядке рассмотрения обращений граждан. То есть это в месячный срок, что недопустимо в рамках уголовного процесса, потому как все ходатайства должны рассматриваться незамедлительно или в течение 3 суток. Все это является прямым нарушением положения законодательства и существенно затрудняет реализацию обвиняемых своих законных прав. В результате такой извращенной коммуникации защитники надлежащим образом и вовремя не уведомляются о предстоящих следственных действиях, чем также нарушаются права последних. Ну, еще мне хотелось бы остановиться на следующем моменте. Это тема нарушения территориальной подсудности материалов, связанных с обжалованием действий следователя, избрания и продления сроков содержания под стражей. Этой темой вот лично я занимался особенно много, писал соответствующие жалобы в Генеральную прокуратуру, где ставил вопросы о проверке действий следователя Нарыжного и других должностных лиц на предмет наличия в них составов преступлений, предусмотренных статьей 285 Уголовного кодекса. Значит, мы при этом полагаем, что в этом деле не следует дожидаться некого, я бы сказал, момента истины, то есть когда уголовные дела попадут в суд для рассмотрения по существу. Эти нарушения следует фиксировать по мере выявления и сразу обжаловать в различные инстанции, чтобы пороки расследования были очевидны уже до рассмотрения этих дел в судах. На первый взгляд кажется, что эти вопросы не имеют принципиального значения, все суды вроде одинаковые, и якобы нет разницы, где эти дела рассматриваются. Но это только на первый взгляд. Есть такое понятие, как право на справедливый суд. Это вот в статье 6 Конвенции о защите прав человека, статья 6, так и называется, право на справедливое судебное разбирательство. То есть каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях при определении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым беспристрастным судом, и здесь, внимание, созданным на основании закона. Этой международной правовой норме корреспондируются и нормы, содержащие в статье 47 Конституции, а также в УПК Российской Федерации. Данное право препятствует возможности рассмотрения материалов дела специально подобранным судом. Да, безусловно, это не гарантия беспристрастного суда, особенно в российских реалиях. Однако все-таки определенный барьер для незаконной деятельности спецслужб и формальный повод для протестования принятых решений с далеко идущими последствиями. В нашем деле явно проглядывается неблаговидная роль следователя Нарыжного и иных его сподвижников, которые явно сфальсифицировали задержание более 30 обвиняемых по делу якобы в городе Нальчике. Вот Джабраил уже об этом сказал только про Ужахова, а я скажу, всех 30 человек задержали в городе Нальчике. Наверное, они сами туда пешком пришли, заявились в местное МВД и там составили протоколы. Далее. Они скрывали от защиты постановление определения местом расследования город Магаз. И при этом незаконно и искусственно манипулировали местами следствия и содержания под стражей
явно неправовых целях. 4 апреля 2019 года, то есть в самом начале расследования, руководителям следственного органа выносится обоснованное и мотивированное постановление о месте расследования дела. И этим местом установлен город Магац, Республики Ингушетия. После того, как мы узнали об этом постановлении, нами были направлены 2 жалобы в порядке 125 статьи, это обжалование действий следствия, именно в Магазский районный суд. По явно надуманным предлогам суд отказался рассматривать эти жалобы, и до настоящего времени эти отказные решения обжалуются в вышестоящие суды. Когда факт сокрытия от защиты постановления от 4 апреля стал известен, органы следствия и прокуратура стали задним числом якобы менять место следствия на город Ессентуки, то есть по месту нахождения Главного следственного управления по Северному Кавказу. Но делали это крайне топорно. Сначала они вынесли новое постановление якобы от 1 августа, но потом, видимо, сообразив, что о том, что теперь местом следствия является город Ессентуки. Но потом они, видимо, сообразили, что мест предварительного следствия стало 2, что в принципе быть не может. Вынесли еще одно постановление уже об отмене постановления от 4 апреля о том, что местом является город Магац. Как я уже сказал, более 30 человек, включая наших позащитников, причем в разное время, не в один день. Все они каким-то образом оказались в городе Нальчике, где и были составлены протоколы задержания. Однако мы все прекрасно понимаем, что они были туда доставлены, когда уже были фактически задержаны в Ингушетии. Некоторых даже доставляли туда вертолетами. И на этом фальсифицированном основании следователями были направлены в Нальчикский городской суд, якобы по месту задержания ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. И все эти ходатайства были судом Нальчикским городским удовлетворены. При таких обстоятельствах факт незаконного содержания под стражей столь значительного числа жителей Республики Ингушетия совершенно в ином отдаленном регионе невозможно считать случайным стечением обстоятельств. Это неприкрытая умышленная фальсификация обстоятельств и материалов дела, выполненная для создания условий принятия решения о дополнительных незаконных ограничениях конституционных прав обвиняемых. Далее, уже даже не пытаясь создать какую-то видимость законности, обвиняемые продлевают срок содержания под стражей также в Нальчикском городском суде. Хотя уже продлевать сроки содержания в Кабардино-Балкарской республике в принципе нельзя, даже если там ранее кого-то якобы задержали. А в отношении Ужахова и Барахоева этот букет нарушений усугублен еще и тем, что они в это время, в отсутствии каких-либо законных оснований, незаконно содержатся вообще в СИЗО города Владикавказа. Это административный центр Республики Северная Осетия-Алания, то есть еще в одном субъекте РФ, также никак не связанном с расследованием данного дела. Впоследствии очередное продление, например, срока содержания Барахоева под стражей проведено уже Ессентукским городским судом Ставропольского края. Но опять же, не по месту предварительного следствия, то есть в городе Магаз, и не по месту незаконного их содержания под стражей в городе Владикавказ. Для этого Барахоева вывезли в ВВС МВД РФ по городу Ессентуки более чем за 200 километров от места следствия, под явно надуманным и ложным предлогом, якобы для ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, которое при этом было вынесено в городе Магазе. Иная, скрываемая цель следствием вывоза Барахоева в Ессентуки, подтверждается тем, что это сделали еще 2 августа, причем тайно, не уведомив защитников ни о вывозе, ни о намечаемых процессуальных действиях, что априори исключало возможность их производства. Они и не производились, эти следственные действия, до самого дня судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока. Значит, его вывоз в город Ессентуки был заведомо незаконным, осуществлен исключительно для создания ложной видимости места содержания под стражей. Не говоря уже о том, что ИВС в данном случае, согласно закону о содержании под стражей подозреваемых обвиняемых, вообще не является законным местом содержания под стражей, ввиду явного отсутствия законных оснований перевода обвиняемого, содержавшегося в СИЗО.
Эти манипуляции невозможно объединить ничем иным, кроме стремления к обращению в специально подобранный суд. Особенно после того, как Верховный суд Кабардино-Балкарии одним из своих апелляционных постановлений указал на неэффективность расследования и необоснованное затягивание следствия, сократив продленный судом первой инстанции срок содержания Барахоева до другой даты. А вышеуказанная переписка с Генеральной прокуратурой по вопросам возможных злоупотреблений следователя Нарыжного ведется нами с августа месяца. До настоящего времени авторы ответов, а нам приходится постепенно проходить этапы этой иерархии, таковы правила, и мы пока остановились на уровне начальника управления Генеральной прокуратуры по Северо-Кавказскому округу, пока просто делаю вид, что не понимают, о чем им пишут, отделываясь дежурными фразами о том, что все законно и обосновано. Остается писать дальше, пока не дойдем до самого генерального прокурора, может, ему стыдно будет тиражировать удивительные перлы своих подчиненных. А тем временем, что хочется сказать в итоге, уже закончено расследование по уголовным делам в отношении некоторых обвиняемых. Об этом подробно расскажет другой адвокат. Что интересно по этим делам? По ходатайству заместителя генерального прокурора Верховным судом России изменена территориальная подсудность. Опять же к вопросу подсудности. И уголовные дела в отношении Нальгиева, Зязикова, Хамхоева, Аушева направлены для рассмотрения по существу в Железноводский суд Ставропольского края. Основанием для такого решения послужила лишь некая информация ФСБ о том, что, дословно, фигуранты дела имеют обширные, в том числе родственные тейповые связи в судебной системе республики, в частности, в Верховном суде Республики Ингушетия и Магазском районном суде. Мало того, что такая неконкретная информация в принципе не может быть источником доказательств и не содержит в себе реальных сведений о необходимости изменения подсудности, заменяя их абсолютно декларативными заявлениями. Еще это решение представляет из себя недопустимое отношение к населению Республики Ингушетия, как я бы сказал, как к туземному населению, судебные округи на которые якобы не могут и не способны отправлять правосудие по таким делам на веренной территории. От такого подхода, я бы сказал, даже попахивает обычным расизмом. Это все.